День добрый. Ола-ола. Сегодня поговорим о том, что пьют испанцы в жару. Помимо соков, помимо воды. Начнем с такого напитка калимочо. Я не знаю, знаком ли он в России. Это дешевое вино. Продается в картонных коробках. Покупает его в основном молодежь, доливает туда кока-колу, бросают лед и пьют в неограниченном количестве, особенно на пляжных вечеринках. Поскольку стоит оно копейки, а немножко улететь от него можно. Не знаю, если перевести на наш русский разговорный язык, то это, скорее всего, бормотуха. И понятно, какого уровня молодежь употребляет его так много. А вот следующий напиток – пиво, как ни странно. Да, я тоже, когда приехала, удивилась, что испанцы так много пьют пиво. И молодежь, и люди среднего возраста, и пожилые люди. Понятно, что пьют холодное в таком жарком климате. Варят его здесь светлое, достаточно крепкое. По количеству пивоварен Испания занимает 4-е место в Европе. По количеству употребления 9-е место. И оно очень достойное. Конечно, нет такого количества сортов, как в Чехии, но если вы поедете, допустим, в пивоварню, в частную, вы удивитесь, что это пиво не уступает ни бельгийскому, ни немецкому. А пойдете в ресторан, который специализируется на пиве, и попробуйте разливной, и скажете, наверное, может соревноваться даже с чешским. Вот такое вот здесь пиво интересное. Сейчас, кстати, стали выпускать и темные сорта. И испанцы очень любят пиво, ведь оно и охлаждает, и тонизирует, и, в принципе, полезно, что ж тут греха таить. Давайте честно скажем, пиво – полезный напиток. Поэтому пиво употребляют очень и очень много. Клара. Он делается как раз на основе пива. Если я к пиву равнодушна, то клара мне очень нравится. Пополам смешивают испанцы пиво с лимонной фантой. Мне так нравится. Вкусно, прохладно, свежо, легко. Не знаю, мне очень нравится этот напиток. И сами испанцы, поскольку жарко, с удовольствием его много-много пьют, чтобы не в чистом виде пива, не в чистом виде вино, а именно вот такой смешанный напиток. Выдумщики, испанцы. Мы уже говорили с вами, что это винная страна. И здесь более 50 тысяч сортов выпускают в Испании. Но испанцы понимают, что в жару, конечно, в чистом виде вино, оно очень хорошего качества, пить нельзя. Поэтому делают смешанный, опять-таки, напиток Tinto de Verano. El número uno, Don Simón. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano, hay que beber. То есть добавляют в вино любой газированный напиток. Но я пробовала, вы знаете, тоже весьма-весьма достойно и приятно. Легко. Немножечко, так сказать, туман такой в голове легкий. Начинаешь радоваться даже этой страшной жаре, которая тут царит круглое лето, а лето здесь очень длинное. В общем, мне нравится. Интересный напиток, любопытный. Можно самим попробовать сделать. Поскольку Англия чайная страна, Испанию мы так не назовем. Мы всегда говорим о том, что это кофейная страна. И видов готовых напитков кофе здесь очень много. Но летом популярно очень кафе кон hielo, кофе со льдом. Да, это во многих странах Европы подают, но испанцы подают несколько по-иному. То есть отдельно эспрессо кофе, отдельно бокал со льдом, отдельно сахар. И посетитель сам уже решает, в какой пропорции все это смешивать. Что больше положить, а может быть от сахара совсем отказаться. Очень приятно, мне нравится. Тем более испанцы пьют 5-6 раз в день, представьте. Поэтому вот такой более облегченный напиток, и холодный тем более, он очень-очень хорошо идет. Более того, он помогает пищеварению. Испанцы любят поесть, и после сытного ужина или обеда они обязательно заказывают кафе кон hielo. Я тоже теперь подсела на этот напиток и с удовольствием его пью. Напиток, о котором я немножко подольше расскажу, и вы поймете, почему. Это визитная карточка Испании – сангрия. Когда-то я приехала, тоже неправильно ставила ударение, как все русские, от испанского слова «сангре» – кровь. Поскольку делается обычно на классический вариант красным вином, такого кроваво-красного цвета. Если окунуться, так сказать, в легенду, то она гласит, что когда-то итальянский солдатик попал в плен к испанским конкистадорам. И, отбывая трудовую повинность, предложил, что он приготовит очень интересное цитрусовое вино. Ему позволили. Сколько он потратил апельсинов, мы говорить с вами не будем. Естественно, у него ничего не получилось. И он в гневе бросил все остатки нарезанных апельсинов в бочку с вином и ушел.
Через какое-то время монахи попробовали напиток и были в восторге. Они решили в итоге все-таки, что нормальный человек, верующий, не мог такое чудо создать. Это кровь дьявола, сказали они. Инквизиция запретила его к употреблению, а солдатика, к сожалению, ликвидировали. Но прошло несколько лет, и напиток был разрешен. Вот с тех пор, давних пор, он визитная карточка Испании, национальный напиток. Это очень вкусно. Берется красное вино, а может быть белое, розовое по предпочтению, а может быть шампанское, кава. Мне вот больше всего шампанский нравится, правда, это чисто каталанский напиток. Туда добавляется обязательно алкоголь. Это может быть и куантро, и водка, и коньяк, и бренди, джин, что у вас есть. Немного, но добавляется. Добавляется много фруктов. Апельсины, не будем забывать, солдатика, яблоки, персики, ягоды, малина, клубника. Ну, что вы любите. Обязательно ликер, чтобы снивелировать вот эту кислоту от ягоды, от вина. Но если нет ликера, можно мед, можно растворенный сахар, чтобы он не осел на дно. Все это смешивается, убирается в холодильник от 3 до 20 часов. Когда все это настоится, достается, переливается в красивый стеклянный кувшин или графин, и перед подачей сервируется уже льдом. Как мне нравится. Душистый, легкий, приятный, шампанским. Вообще праздничный напиток. Великолепный, очень полезный. Смотрите, сколько там витаминов. Но единственное, что я посоветую, не пробуйте его в туристических барах Испании. Поскольку у хозяев при таком потоке туристов нет времени выдерживать его долго в холодильнике. Кроме того, нет гарантии, что они вам нальют хорошее вино как базу. Нет гарантии, что вам туда не сольют остатки из оставшихся пустых винных бутылок, а то и с ваших бокалов, если непорядочный, так сказать, владелец бара. И поэтому лучше всего попробовать или в хорошем ресторане, ну или сделать самим. Вы не пожалеете, это вкусно, полезно, легко и действительно улетает голова. Всего доброго. Пишите мне в комментариях, где вы пробовали сангрию, пробовали ли вообще, и, может быть, уже делали сами. Всем пока-пока. Аса ла виста.